Ассаламу алейкум, витаю вас, друзья. 23 июня 2024 года в российской провинции Дагестан произошло террористическое нападение. И давайте я вам расскажу правду, что там произошло. Этот текст мной написан по горячим следам 2 дня назад и 1,5 дня назад. Немножко информация изменилась, но я буду ее корректировать. Русский террорист под флагом ИГИЛ. Атаки, произошедшие 23 июня 2024 года на территории Российской Федерации в провинции Дагестан, требуют пристального внимания и глубокого анализа. На основании предварительной информации можно предположить, что произошло террористическое нападение Главного управления Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации под флагом ИГИЛ. Около 18:00 в российских городах Дербент и Махачкала были атакованы 2 православных храма, синагоги и пост ДПС. В результате нападения на церковь в Дербенте был убит протоиерей Николай Котельников, а также был убит сторож церкви. Сообщается, что священнику перерезали горло. Также была подожжена синагога. В итоге погибли, сегодня сообщается, что уже 20 человек и 20 террористов. Во время поджога синагоги и Дербента предполагаемые российские военные понесли потери. Ими оказались, сегодня говорят об одном сыне, но позавчера речь шла о 2 сыновьях. Сегодня говорят об одном сыне и племяннике главы Сергокалинского района российской провинции Дагестан Магомеда Омарова. Данная операция имеет классические признаки провокации российских спецслужб на Кавказе. Например, в российской провинции Ингушетия несколько лет назад агент российских спецслужб внедрялся в ряды Кавказского военного сопротивления, ликвидируя низовой состав ингушской российской полиции. А затем, завоевав доверие, сдал местонахождение одного из лидеров сопротивления Ахмеда Евлоева, Магаз. Вероятно, оперативная и слаженная работа дербентской полиции и низкий уровень подготовки российских военных, хвала Аллаху, позволили ликвидировать поджигателей синагоги и тем самым идентифицировать исполнителей атаки. Выражая соболезнования родным и близким погибшего священнослужителя и других, необходимо отметить, что подобные нападения создают угрозу не только конкретным лицам, но и общественной безопасности в целом. С учетом произошедших событий также следует ожидать последующих попыток разжигания российскими спецслужбами межрелигиозного конфликта и напряженности, особенно направленных против евреев и, безусловно, репрессий в отношении мусульман на территории Российской Федерации и во временно оккупированной Чеченской Республике Ичкерия, для их мобилизации на так называемое СВО. Оценка подобных инцидентов требует не только оперативных мер по пресечению преступных действий, но и строгой правовой реакции со стороны СМИ и мирового сообщества, учитывая международные нормы и принципы прав человека. Кроме того, следует обратить внимание на то, что некоторые интернет-каналы за пределами России некоторое время активно пропагандировали исламистские нападения на Кавказе. Если подтвердится, что за этими терактами стояли российские власти, такие блогеры-исламисты могут быть расценены как агенты иностранной российской разведки, точнее. Аслан Арцуев, председатель Human Rights Center Ичкерия, июнь 24 написано, сегодня июнь 25 2024 года. Не дайте себя обмануть, и все будет Ичкерия.